Нынешний сезон для мубаряковцев, так с особой теплотой называют горожане сибайских актеров, особенный. В 2016 году единственный театр Зауралья отметит свой 85-летний юбилей. Но празднества по случаю красивой даты начнутся уже в этом сезоне. Актеры, на днях вернувшиеся с гастролей, подготовили для своего зрителя много интересного. Первый день у нас будет театральная ночь этого мероприятия. Значит, перед спектаклем и после спектакля будет. А спектакль мы показываем премьеру нового спектакля «Парды Янгодар. Две судьбы» драматурга Данила Салихова. Здесь заняты у нас ведущие актеры нашего театра. Но изменений в составе как таковой у нас еще в этом году нет изменений, все труппа та же самая. В течение 5 дней с 21 по 25 сентября почитатели театрального искусства смогут насладиться просмотром спектаклей. Это драма «Две судьбы и счастье», комедия «Капкан и похищение бабушки», мелодрама «Верни молодость свою», драма «Счастье». В наступающем сезоне творческий коллектив учел пожелания зрителей. Теперь спектакли будут начинаться в 20 часов. Накануне здесь заменили ковролин. Для удобства изменено расположение кресел в зале. Театр драмы имени Арслана Мубарякова впереди ждет насыщенный и серьезный период. Служители Мельпомена будут делить сцену с коллегами из филармонии. В связи с тем, что у нас филармония, вот видите, она погорела, и в связи с этим открытие 22-го концертного сезона планируется 28-29 сентября на сцене нашего театра. Далее у нас будет на гастролях знаменитый наш ансамбль танца имени Файзи Гаскарова. Это будет где-то 20 октября. Потом 29 октября к нам приезжает из Татарстана известный не только в России, но и за рубежом ансамбль песни и пляски Татарстана. Далее у нас будут еще бригады, которые приезжают в Сибай с концертами и со спектаклями. Все будет проходить на нашей сцене. По окончанию показа спектаклей труппа отправится в гастрольный тур. Сначала по городам республики, затем в соседнюю Челябинскую область. Словом, юбилейный сезон мубаряковцы встретят за работой. Луиза Мустафина, Дамир Хайбулин, Гульгина Раскельдина, телекомпания СТВ.